Знаете, внутри уйгурского сообщества сейчас идет очень непростой, но, пожалуй, ключевой спор. И дело тут не в том, надо ли вообще бороться за свободу, с этим все ясно. Вопрос в том, как это делать. И вот в самом центре этой дискуссии оказалась роль ислама. И вот мы подходим к главному вопросу, который многих волнует. А не отвлекают ли все эти разговоры о религии от главной цели, от национального освобождения? Ведь кажется логичным, да? Давайте сосредоточимся на светских идеях, на политике. Но вот автор материала, который мы сегодня разбираем, смотрит на это, ну, скажем так, совсем под другим углом. Его взгляд можно назвать даже провокационным. Давайте пройдем по всей цепочке его рассуждений. Сначала разберемся, почему вообще возник этот спор о вере и политике. Потом заглянем в прошлое, в его ошибки, чтобы понять, кто этот самый внутренний враг, о котором говорит автор. А дальше посмотрим, какое решение он видит в Коране, как это помогает вычислить настоящего противника и в итоге, как все это должно привести к свободе. Итак, первый пункт. Зачем вообще смешивать веру с политикой? Ведь, казалось бы, все просто. Многие в движении говорят: ребята, давайте заниматься национализмом светским, понятным. Религию оставим за скобками. Логично? Вроде бы да, но наш автор с этим в корне не согласен. И вот тут, внимание, начинается самое интересное. Автор выдвигает очень смелый тезис. Он говорит, если мы игнорируем веру, мы игнорируем главную причину всех наших прошлых провалов. По его мнению, именно вот это вот искаженное, неправильное понимание религии снова и снова подрывало борьбу за независимость, причем подрывало изнутри. Чтобы доказать свою мысль, он, конечно, обращается к истории. Это наш второй пункт «Отголоски прошлого». Он, по сути, ставит исторический диагноз, разбирает два, пожалуй, самых драматичных момента в истории сопротивления. Речь идет о двух ключевых восстаниях. Первое — движение Абдухалика Уйгура в 1933 году. Второе — революция Ахмаджана Касими в 1944. Оба раза была надежда, и оба раза все закончилось катастрофой. И автор задается главным вопросом. Ну почему? Что пошло не так? Давайте посмотрим на первый случай повнимательнее. Трагическая история Абдухалика Уйгура, 1933 год. В чем там была проблема? А корень проблемы, как считает автор, вот в чем. Абдухалика Уйгура просто назвали вероотступником. И все. Если бы народ тогда сплотился вокруг него, этого молодого 32-летнего лидера бы не убили. Получается, что влиятельные силы использовали искаженную веру как оружие, чтобы настроить людей против своего же лидера-модернизатора. И движение было просто обречено. Проходит всего 10 лет, и в 1944 году, к сожалению, история повторяется. Теперь посмотрим на случай Ахмаджана Касими. И снова та же самая схема. Революция с 1944 года забуксовала, потому что ее лидеров тут же окрестили безбожными коммунистами и русскими марионетками. Эта пропаганда сработала. Южные регионы отказались присоединяться к борьбе. То есть, по сути, искаженная вера опять стала тем клином, который расколол нацию изнутри. И вот эти два примера подводят нас прямо к центральной идее автора, к понятию так называемого внутреннего врага. Так что же это такое внутренний враг? Автор дает ему четкое определение — искаженная вера. Это когда вера строится не на осмыслении Корана, а на слепом копировании традиций. И именно она, по его мнению, и рождает все эти внутренние дрязги, отвлекая от настоящей борьбы. Вот здесь очень наглядно видна разница. С одной стороны, искаженная вера. Она заставляет слепо следовать за предками, из-за нее повсюду мерещатся враги, и она ведет к гибели героев. А с другой — то, что автор называет коранической верой. Она, наоборот, требует думать, анализировать, она помогает четко увидеть одного, внешнего врага и работает на объединение наций. Ну хорошо, а в чем же тогда решение? Автор предлагает вернуться к первоисточнику, и это наш четвертый пункт — Коран как руководство к действию. Автор прямо говорит, мы должны вернуться к Корану. Он не просит нас повсюду искать врагов. Эта цитата, по-моему, очень точно передает его мысль. Священный текст — это инструмент, чтобы обрести ясность и единство, а не чтобы сеять рознь. И вот это, пожалуй, ключевой поворот в его логике. Возвращение к Корану — это не уход в теологию, не отвлечение от борьбы. Наоборот, это стратегическая необходимость. Это политический шаг, который нужен, чтобы наконец-то достичь национального единства. Двигаемся дальше, к пятому пункту.
как именно такой подход помогает, наконец, увидеть истинного противника, как он дает ту самую стратегическую ясность. Ну, смотрите. Искаженная вера, по мнению автора, создает целый пантеон мнимых врагов. Врагом становится Запад, врагами становятся другие мусульмане, врагами становятся свои же светские националисты. Вся энергия уходит на эту внутреннюю войну, а фокус полностью теряется. А вот правильное, осмысленное чтение Корана, как он утверждает, убирает весь этот туман войны и четко указывает только на одного противника. Одного. Единственного. И вся та колоссальная энергия, что раньше тратилась на внутренние споры, теперь может быть направлена в одну точку. И этим единственным врагом автор без обиняков называет Китай. А все остальные конфликты, с этой точки зрения, это просто трагическая потеря времени и сил, отвлечение от главной экзистенциальной борьбы — борьбы за выживание нации. И мы подходим к финалу, к последнему пункту — вера как путь. И это, по сути, новое определение того, что значит служить и поклоняться. Вся суть аргументации автора, по-моему, сводится вот к этой мощной фразе. Нет более великого поклонения и нет более высокого национального долга, чем освобождение Родины. Другими словами, сама борьба за свободу и есть высшее проявление веры. И в конечном итоге весь этот внутренний уйгурский спор выводит нас на очень большой универсальный вопрос, который актуален для любого освободительного движения в мире. А что на самом деле является фундаментом для единства и свободы? И это, конечно, вопрос, на который простого ответа не существует.